Республику посетил путешественник из Польши. Марчин автостопом побывал уже в Воркуте, Печоре и теперь оказался в Ухте. Причем одну из ночей решил провести на улице в палатке, видимо, для экзотики. На утро кормившего около храма голубей гостя заметили работники прихода и сообщили в редакцию местной газеты, где молодой человек за чашкой чая и рассказал о себе. Оказалось, в родной Варшаве учится парень на кинооператора. Страсть к путешествиям у него от отца. Свои вояжи Марчин начал 6 лет назад с друзьями. Сначала посетил Италию и Грецию, теперь вот добрался до России. Мое самое большое путешествие было в прошлом году, когда я уехал на 3 месяца через Москву, Байкал, потом в Монголию, потом обратно в Красноярск, Новосибирск, потом в Казахстан, Киргизия, обратно в Казахстан, через всей Казахстан в Астрахань, а потом в Дагестан, в Чечению, а потом уже домой. Ну, в этом году я делал путешествие после границы между Европой и Азией. Когда поехал в самый южный пункт границы, это считается Истамбул в Турции. И через всей Турции проехал в Кавказ, там Грузия, Армения, Азербайджан. Потом на корабле попал в Казахстан. Ну и из Казахстана уже ехал на север. За это время успел потянуть русский язык. Говоря о Коми, Марчин сразу отметил удивительно живописную природу. Больше всего его поразили бескрайние леса. У вас очень красивая природа. И горы, и тундра, и лесы. У нас таких лесов тоже уже нету, потому что у вас есть природа, которой никто там не ходил. Ну, даже если кто-то ходил, лес оставил так, как он был. О каждом походе он снимает видео и выкладывает на канале в Ютубе. И, конечно, привозит сувениры. Из Ухты, например, польский гость забрал декоративную тарелку с видами города.